ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 100 тонн льда, 11 скульпторов и стропольщики в качестве помощников Деда Мороза. Нет, это не сюжет новогодней сказки, а вполне себе обыкновенные декабрьские будни Ухты. Город начал подготовку к празднику. Пока его приближение не чувствуется, но кажется, в ближайшую неделю ситуация должна поменяться. На Комсомольской площади уже вовсю кипит работа по строительству ледового городка. Традиционно новогоднее настроение для ухтинцев создают два крупных предприятия города, которые занимаются транспортом нефти и газа. Рабочей группой двух этих предприятий, в общем-то, и задумался этот городок. И, соответственно, спонсируется выполнение этих ледяных фигур нашими двумя предприятиями. Тематика данного городка – это герои, мультяшные герои народной сказки «Три богатыря». Помимо фигур персонажей будет несколько горок и лабиринт. Мы не будем раскрывать всех деталей ледяной композиции, одно ясно – выйти должно красиво. Чтобы транспортировать 100 кубов льда, а также установить и украсить праздничную ель высотой 22 метра, тут трудится пару десятков человек. И если 11 месяцев в году они сотрудники различных управлений предприятия, эксплуатации зданий и сооружений, технологического транспорта и материально-технического снабжения, то на короткий предновогодний сезон их точно можно назвать помощниками Деда Мороза. Ведь именно они помогают горожанам почувствовать, что праздник к нам точно приходит. Всю творческую работу, а именно создание ледяных скульптур, выполняет бригада 11 скульпторов из Екатеринбурга. В принципе, трудностей в этом году со льдом у нас нету. Температура очень благополучно сказалась на льду. Лед чистый, без трещин, очень мало дефектов на льду. Погода способствует пока. Единственное, что вот в эти выходные намечается серьезное потепление, то есть там до -1, до 0 даже. Вот. Но, в принципе, у нас уже много объектов состыковано. Вот. То есть, на нашей работе это особо не скажется. Руководитель группы скульпторов отмечает, что уже к концу этой недели городок будет вырисовываться, а к концу следующей, примерно 22-23 декабря, он уже будет готов и даже подсвечен. Примерно в это же время начнется работа резчиков на другой площади, Первомайской. Там также планируют сказочную композицию, только фигуры будут из снега. Сегодня, 13 декабря, там уже начали формировать заготовки для снежных скульптур и устанавливать ель высотой 12 метров. Официально елки откроют 29 декабря во время парада Дедов Морозов.